Лев Толстой говорил, чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Действительно, нельзя поверить в то, что человек не прочувствовал на себе лично, то, что не совершил сам. Добро для меня, когда люди помогают друг другу. Я могу рассказать, какой там поступок я совершила. На протяжении 2 месяцев я со своей сестрой помогала бабушке. Каждый день, каждые 2 дня, каждую неделю покупала ей еду. Помогала подниматься по лестнице, потому что она была очень старая, она падала с лестницы, не могла подняться. Мы каждый раз приносили еду. И где-то 2 года назад, в прошлом году, я каждый раз после школы, когда у меня оставались задачи, ходила в церковь и отдавала бездомным. Вот уже 8 лет, как по инициативе культурно-благотворительного фонда Ашана при поддержке Министерства просвещения республики в нашей стране отмечают Всемирный день доброты. И по традиции с утра во всех школах учителя и волонтеры проводят уроки добра. В 3-й Сухумской средней школе директор фонда Ашана Мактина Джинджоля рассказала детям об истории и значимости этого дня. А дети же, в свою очередь, рассказывают о своем понимании добра. Я считаю, что доброта должна проявляться не только в этот день, она должна проявляться всегда. Всегда должна проявляться, помогать родным, близким, друзьям. Добрым, милосердным и отзывчивым нужно быть все 365 дней в году. Согласны со мной? Да. Не только в день 13 ноября, не только во Всемирный день доброты. Для меня добро означает то, что помогать тем или иным людям, у которых нет возможности. Я один день, как-то раз, мы ходили на берег, там много бездомных собак. Один день я купил очень много корма, много мисок, и собачки прибежали и начали его кушать. И я еще один раз спас собаку с дерева. У добра много лиц. Кто-то помог дойти до дома заблудившемуся слепому человеку, покормил птиц зимой, кто-то улыбнулся прохожему, сказал доброе слово. Иногда мы так стремимся к собственному благополучию, что забываем о том, что мы в этом мире не одни. И кругом тоже люди, часто нуждающиеся во внимании. Если мы не будем сопереживать чужому горю, прислушиваться к собственной совести, то потеряем самую ценную способность делать добро. Я летом... Мы с сестрами пошли гулять. Я вижу, у одной женщины упала деньги. Нет, деньги уже упали. И мы начали их искать. Мы пошли, где много толпа людей, спрашивали каждого. Мы нашли ту женщину, и она нас благодарила. Сказала спасибо. Думаю, что не каждый вернет найденные потерянные деньги. Кто-то, может быть, решил бы оставить их себе, поэтому это прекрасный пример. Я недавно помогала маме и помогала своим друзьям, то есть там у нас были иногда проблемы во дворе, там девочки ударилась сильно, ей помогла встать и помогла ей дойти до дома. Спасибо большое. Всемирный день добра для учителей, учеников и родителей особенный день, и отмечают его по-особенному. Каждый по-особенному отмечает. Кто-то говорит о добре, о добрых поступках, кто-то проводит ярмарки, поделки, продают дети между собой, вырученные средства направляют в фонд Ашана, кто-то проводит благотворительные акции, концерты, аукционы, и практически все мероприятия, они в поддержку нашего фонда. Эта акция, этот праздник не направлен на сбор средств, он направлен больше именно на пропаганду добрых поступков. Продолжая урок добра, Мактина Джинджоля также поговорила с детьми о людях с инвалидностью. Она рассказала о том, что люди с инвалидностью имеют те же права, что и остальные. Их инвалидность не должна становиться препятствием для того, чтобы учиться, дружить, помогать другим или просить помощи у окружающих. Для того, чтобы люди понимали, что есть человеческое многообразие, что все мы разные, но у нас у всех одинаковые права, одинаковое чувство достоинства. Если у них там в классе появится ребенок, одноклассник с проблемами по здоровью, ребенок с инвалидностью, чтобы они приняли его как равного. Вот об этом в основном будет урок. По традиции в этот день дети приносят в школу различные сладости, выпечку, игрушки и продают.
минут. А все вырученные средства отправляются в фонд Ашана на лечение тяжелобольных детей. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг. Сделать всех чуточку добрее. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение.